Сейчас вот я уже 4 года прикован к постели. 4 года у меня был инсульт, 4 года назад. И у меня ноги еле ходят. Я лежу дома. 80 лет надо прожить тоже. Это не так тяжело дается здоровье. 65 лет я курю. Что я со своим организмом сделал? И самое страшное, что очень трудно бросить это. Хотя говорят, вот, сила воли. Сила воли есть, а вот бросить не могу. Ну, в 1935 году отец заканчивал Ташкентский мединститут, и мама тоже. И как раз я родился в 1935 году. Но отец, видимо, посмотрел фильм, тогда один из первых таких звуковых фильмов был «Путевка в жизнь». И там главный герой был бандит, который потом исправился, Мустафа. Ему понравился этот парень, и он просто пошел в ЗАГС, там, где выдают метрики, и записал имя Мустафа. Когда он привез меня на родину, на Иссык-Куль, к своим родителям, бабушка дала мне имя Мейрим. Мейр. Там и доброта, и человечность. Я не скажу, что я в детстве, там, в юношеском возрасте, многие говорят, был таким идеальным мальчиком. Я очень много занимался спортом. Я играл в сборной даже. В 9-10 классе я играл в сборной республики, в юношеской по волейболу. Занимался боксом. Ну, вообще любил спорт. Иногда и хулиганство было. И в то же время, знаю по себе, вот это добрые качества, которые заложены были в генах моих от родителей. У меня мама была, Бибихан Измайловна, очень добрый по натуре человек. И отец был в души добрый человек. Потому что я помню всегда, в период войны к нам приходили крупные артисты киргизские. Тогда была центром искусства, была одна филармония, сейчас музыкальное училище имени Куренкеева. И отец подзарабатывал, чтобы жить, там врачом у них работал. Поэтому он всех знал их и лечил их. И они приходили домой, собирались, пели. У меня мама имела просто замечательный голос. Замечательно пела. Может быть, это и передалось мне от матери. Постоянно был в кругу вот этих людей искусства. Вы знаете, я считаю, что мы, те, кто вырос и жил в Советском Союзе, при Советском Союзе, мы достаточно неплохо пожили. Достаточно неплохо. И достаточно немало сделали. Просто это стараются многие забыть или как-то вычеркнуть. Но это история, ее никуда не денешь. Со временем она встанет в свой ряд. Вы понимаете, вот был этап становления искусства нашего. Ну, возьмем оперный и балет. Становление. Это до 60-х годов. Потом был маленький провал. Потом появились, и до 2000 года был шикарный подъем. До 90 с чем-то. Это очень долгий путь, очень сложный, кропотливый, тяжелый.
Для этого должны, слава Богу, у нас консерватория есть, институт искусств есть, кадры. Но нету, их редко бывает, чтобы были талантливые бальтмейстеры, талантливые режиссеры, талантливые дирижеры, ну, естественно, и руководители талантливые. Я в это слово вкладываю почему? Это не просто слова, а это действительно все, что талантливо, оно видно. То, что бездарно, оно тоже видно. Вот. И, конечно, проходит время, постепенно забывается, постепенно все проходит. Но есть личности, которых нельзя забыть. Это Айтматов, это Ахунбаев, это Мингжилкиев, это Бибисара. Со временем все равно будут вспоминать, а кто такие были киргизы, а кто у них был, кем они были, и кто из них стал кем. А ведь единицы только будут вспоминать. Единицы. Тысячи умрут естественной смертью. Я себя не причисляю к великим никогда. Я обыкновенный, может быть, талантливый в чем-то. По крайней мере, я свое дело для оперы сделал. Я смог доказать и сделать все, что я мог, чтобы не опозорить имя отца. Хотя у меня тоже были свои недочеты. Я и выпить любил, и погулять любил. Но, тем не менее, я окончил 2 консерватории с отличием. С отличием. Я работал в Большом театре Союза СССР. Никто не работал в Большом театре. Я один работал. И если бы не гибель моей жены, не гибель моих родителей, может быть, у меня судьба по-другому сложилась. Я же не знаю. У меня умерла жена. И из одной гастроли она приехала и ночью умерла у меня на руках. А через 3 года погибает отец и мать в этой катастрофе. Короче, я остаюсь 36 лет отцом, 39 лет остаюсь с 2 девочками маленькими, и вокруг меня только младшие сестры со своими семьями. Это очень сложно потерять
таких родителей. Никто ведь не знает тех горестей и всех испытаний, которые мы прошли. Вроде бы я был и избалован, с одной стороны, как первый сын, и имея такого большого отца, всем казалось за его спиной, это так легко жить. Нет, это не так. Чем больше спина, как говорится, тем больше спрос. И внутренне я понимал, что надо отвечать. Но зато, когда я приехал сюда, мы сумели, несмотря на взаимоотношения с Калыем, Асанханом и Насыром, мы подняли оперный театр на такую высоту, что все только любовались и радовались. У нас были и министры хорошие во главе с Кондычаловой, Нусуповой, Байлином. 9 опер я поставил. 9. Манас, Айчурек, Сепиль Осмонов написал, Беринчи мен Сейлигин Малдыбаев алган ошо Осмонов Сепильга. Астасекин Голукту Курманбек написал Давлес. Алтын кыз, забытый. Алтын кыз. Токтогул я 2 раза ставил. Петр I, Тихий Дон, Борис Годунов, Дон Карлос. Это величайшие шедевры мирового классики искусства. И так далее. Я помню «Материнское поле». Я написал, еще будучи студентом, написал «Материнское поле», сценарий, принес Чингис Тырыкуловичу. Он как-то нехотя отнесся. И когда я ему рассказал, как мы хотим, он говорит: ай, слушай, Мейер, неме, болбойт ко, я Власов, Асельды, чонг театрда қойып, ничего не получилось. Я говорю: Чингис Тырыкулович, получится. А Кульбагон Чалны собрал нас всех и сказал: сделайте что-нибудь на государственную премию, чтобы потянуло произведение. Неужели вы не можете? Вы же цвет нашей нации музыкальной. Это был Давлесов, Калый, Джумахматов, я, Уран, Арефьев. Мы сидели и не знали, что делать, когда она так сказала. А потом я принес в театр этот сценарий. Я не написал балет, я написал балет «Оратория». То есть туда входила и балет, и драматическая актриса, и хор. То есть это намного шире было, чем, скажем, в драме ставили. А когда поет хор мощный и оркестр звучит, это совсем другое. Депутатами кто были? Киизбаева была, Кондычалова, депутатами Верховного Совета. Они знали, что надо. А сейчас кто?
но нету там никого. Те, кто просто открыть рот и петь, ну, можно, но от этого искусство не поднимется. Надо организовать, надо суметь добиться. Можно и с небольшими средствами поставить хороший спектакль. Не надо. Потихоньку, потихоньку, не спеша, не торопясь, но делать. Изо дня в день, каждый день делать надо хорошие спектакли. Один получится, второй получится, третий получится. Мы с Ураном бедным Сарбагишевым на соревновании все время были. Он ставит балет, я ставлю оперу. Он ставит балет, я ставлю оперу. У нас не пробиться было в театр, потому что надо ставить такие спектакли, чтобы заинтересовать людей, живущих в городе, привозить из аилов. А чем мы... Вот я смотрю в филармонии, а одно и то же. Поют, и люди, каздарки сидят бедные и хлопают. Вот. Это разве дело? Разве этим научишь культуре большой? Нет, конечно. Поэтому культура, она просто так на месте не вырастает. Ее надо создавать, ее надо лелеять, ее надо делать, и тогда что-то получится. А если мы будем сидеть, вот если вот так вот будем, ты говоришь, парламент, да, вот они будут ругаться между собой, судиться там, так и будут на одном месте сидеть. Культура, она сообразна цивилизации. Чем выше культура, тем цивилизованнее государство. Уж оно люди недопонимают. И отсюда вот эта вся беда идет. Классика, она должна оставаться классикой. На ней учатся поколения. Так же, как вот Толстой, Тургенев, Пушкин. На них учатся умные люди. Не все. Учатся. Читают. Ты можешь оттуда выкинуть какое-нибудь слово? Не имеешь права. Почему? Потому что это классическое произведение. Это Толстой написал. Это Пушкин написал. Ты не имеешь права. То же самое и у нас. У нас то же самое есть Медина Алыбаев, Сарнагоев. То есть много очень талантливых наших киргизов, Чингиз Айтматов, которые написали для нашего поколения. И мы портить не имеем права. Не имеем. Чисто морального права не имеем. У нас мозги не дошли до их уровня. Вот насчет отца. Он сделал операцию на сердце в 1959 году. Сколько лет прошло? 59 года? Да. 40. 40, 50, 52. 52. 53, 54. И вот тогда он ставил вопрос о создании института грудной хирургии. Институт такой, как в Москве. Те руководители, которые в то время были, они построили институт кардиологии. Я у него иногда спрашивал:
Получается, что ты ничего не оставил. Ты хотел институт сердечной хирургии, не получилось. Кому-то это невыгодно было. А что толк? Вы посмотрите, я по телевизору смотрю, все время пишут, детям нужна операция на сердце, этому нужна операция на сердце. Столько денег стоит. Вы представляете, при его авторитете его очень любили в Москве, отца, в медицинском мире. Он дважды был руководителем хирургических съездов, которые проходили в Дублине и в Мексике, руководителем всей делегации Союза СССР, и делал доклады там. Его очень уважали как величайшего хирурга советского. Его не назвали киргизским хирургом, его называли советским хирургом. Вот. И он не смог построить вот это сердце. Сейчас бы проблем за 50 лет. Вся аппаратура была медицинская. Он бы все сделал, чтобы и аппаратура была, и кадры были. Его первые кадры все уехали из Киргизии. Бедные вот эти ребята, которые ютятся сейчас, кусок там от этого, от кардиотерапии, они просто, они не знают, что делать, потому что у них нету ни возможностей, ни такого авторитета, как у отца. Хотя они стараются что-то делать, кардиохирургии развивать. Потому что везде развито, в Астане развито, в Сибири развито. Вот когда было столетие, в Академию наук приезжал сейчас выдающийся кардиолог Бакерия. С ним приезжал профессор. Бакерия уже тоже в возрасте. И вот этот профессор, я был на его докладе. Он сравнивал жизнь, путь отца с путем Бакулева. Они оба вышли из села, оба пешком пришли, тот в Москву, этот в Ташкент. Оба добились своим трудом всего и дошли до сердца. Учить кого-то не пристало. Я человек не науки, я человек искусства, я по-своему смотрю на вещи. Вот. Я читал Фауста, ставил Мефистофеля, Гёте, поэтому я знаю, там у него в конце написано «свобода, равенство и братство». Где она? Это Фауст, это написал Гёте еще в XVIII веке, эти слова. А до него еще писали другие гуманисты, их называли утопистами. И в России были такие же, которых не признавали, считали, что это неправда. Должен быть самодержавие, должен быть царь, должен быть... А у нас ханы, баи были, и бедняки на них работали. А с другой стороны, посмотрите, я иногда думаю, вот не было бы революции, да? Кем бы мы были? Был бы мой отец, не было бы отца такого. Был бы Айтматов, не было бы. Революция много принесла. Хотя и говорят, что это неправильно, это то. Революция уравняла как-то. Конечно, издержки были. Были издержки того, что людей в тюрьмы сажали, убивали, расстреливали и так далее.
революцию в белых перчатках не делает, говорят. Может быть, я не прав. Но мне кажется, что она принесла вот народам Средней Азии все-таки свободу, принесла какое-то равенство, какую-то цивилизацию. Иначе мы бы сейчас, знаете, кем были? Вот как афганцы. Пасли бы овец, из горы в гору ходили бы. Я, изучая, вот Фауста ставил, Мефистофель, Гёте, Фурье, Сен-Симон, декабристы – это передовые люди, которые мечтали для народа о хорошей жизни. Но не получалось, потому что это естественно. Но дело в том, что демократия – это только часть этой науки. И она сейчас стоит на одном месте. Демократия – это учение, которое застыло на одном месте. Она должна что пропагандировать? Демократия должна пропагандировать честь, равенство, свободу, уважение, чтобы люди одинаково. А у нас что? Миллиардеров развелось много, нищих полно. Это демократия? Это же неправильно, это незаконно. И это миллионеры появились, обокрав государство. Это в России и у нас. Может быть, уровень культуры не хватает, может быть? Культуру не хватает. У них хорошо хватает хапнуть деньги, да, и стать с большой вот сумкой для того, чтобы прожигать жизнь. Они не думают о народе, о людях. И это идет само собой. Поэтому демократия сама по себе, она неверна, как учение. Путь есть, но это очень такой, если я скажу, скажет, что он умнее всех, что ли. Я в 2-3 словах скажу. Китайцы не глупый народ. Они идут по правильному пути, более-менее, по правильному из всех народностей. Они не касаются никого, но их слишком много. Они не могут обеспечить всех своих равноправием, но они стремятся к этому. Путь правильный – это тот, который был написан Марксом, Энгельсом. Это учение о коммунизме. Вот это правильный путь. Другое дело, что когда после Великой Отечественной войны у нас после смерти Сталина появились такие руководители, которые ничего не умели, не знали, как править, по какому пути идти дальше. Не было тех мыслителей, которые могли бы повести по правильному пути. Вот в этом вся беда. Отсюда у нас застой, отсюда у нас инфляция, отсюда у нас, ну, все, так сказать. Наверное, многим не понравится то, что я сказал. Наверное. И тебя ругать будут. И скажут, что ты там написал, что ты там поснимал. Я не люблю в жизни обман, лицемерие. Ну вот все отрицательные качества, которыми обладают многие люди. Это приводит
всегда приводит к очень плохим последствиям. Как бы человек ни выкручивался, в конце концов, все выходит наружу. Поэтому меня всегда ругали за то, что я правду говорил и не боялся. Меня из театра 3 раза выгоняли. За что? Потому что прямо... За то, что я прямо говорил. Вот это не так, вот так не так. И причем самое интересное, меня убирали те люди, которые потом же были со мной согласны во всем. Понимаешь? А доказать, что ты прав, для этого надо положить очень много сил. Очень много. А если просто так сказать и ничего не сделать, тогда ты будешь виноват во всем, и все. Радуюсь. Я радуюсь, что у меня вот сейчас 10-я внучка. Маленькая, такая смешная. Это единственная такая дома радость для нас всех. И я рад, что вот у меня отец так воспитал нас всех едиными, с любовью друг к другу, с уважением. Братья, сестры, их дети, мы все очень дружны, очень дружны. И я рад этому. Я думаю, что в будущем, я думаю, все будет хорошо. Я надеюсь на это. И мы все надеемся. И мне кажется, что я сегодня вполне много сказал вам. Спасибо.